прошлый раз пастор Даниэль задал нам такой курс, о чем думать и молиться. Pagājušajā reizē mācītais Dānēls mums deva domu, par ko lūgt. И я хочу вам об этом немножко напомнить, потому что я буду говорить о связанных с этим вещах. Un es gribu jums par to atgādināt, jo es runāšu par lietām, kas ir saistītas ar to. Местописание, которым он делился, было Деяние 2:42. Raksturvietā, ar ko viņš dalījās, bija apstuļu darbiem. И они постоянно, первые христиане, постоянно пребывали в учении апостолов, в общении, преломлении хлеба и в молитвах. Вот об этом пастор Даниэль говорил, Par šo runāja mācītais Daniels. об этом мы молились в среду также. Par to mēs lūdzām arī trešdien. И сегодня я хочу немножко развить эту мысль, может быть. Un šodien es gribu vairāk attīstīt šo domu. Что общего у всех этих действий, которые там записаны? Kas ir līdzīgs visām šām lietām, kas tur rakstītas? Они пребывали в учении апостолов, это первое. Viņi bija apstuļu mācībās, Они были в общении друг с другом, viņi bija sadraudzībā, они были в преломлении хлеба, maizes laušanā и они были в молитвах. un lūgšanās. Вот что общего во всех этих действиях? Kas kopīgs visās šajās darbībās? Наверное, единство. Laikam vienotība. Наверное, у всех этих действий есть общая характеристика – это единство. Laikam visām šām darbībām ir kaut kāda līdzīga raksturība, un tā ir vienotība. Они постоянно пребывали в учении апостолов. Viņi pastāvēja apstuļu То mācībā. есть у них было одно учение на всех. Tad viņam bija viena mācība visiem. Они были в единстве в этом учении. Viņi bija vienotībā šajā mācībā. Они были в общении, ну тут все понятно. Viņi bija sadraudzība, un šeit viss ir skaidrs. Чтобы было нормальное общение, Lai нам būtu нужно normāla единство. sadraudzība, mums vajag vienotība. Они были в преломлении хлеба. Viņi bija maizes laušanā. И как пастор Даниэль говорил, это тоже включает в себя единство. Un, viņi bija arī maizes laušanā, un kā mācītājs Daniels teica, tur arī vajag to vienotību. И они пребывали в молитвах. Viņi bija lūgšanās. И в молитвах тоже нам нужно единство, чтобы наши молитвы были эффективными. Un lūgšanās mums arī vajag vienotību, lai lūgšanas būtu efektīvas. Тогда сегодня я хочу поговорить об этом. Tad šodien es gribu runāt par to. Да, то есть вот у нас есть как бы пример Re, kur mums ir piemērs, первой церкви. pirmās draudzes Мы piemērs. хотим быть подобны им. Mēs gribam būt līdzīgi tai draudzei, А чтобы этого достичь, bet, lai to sasniegtu, похоже, нам нужно единство. laikam mums vajag vienotību. Чтобы все эти вещи достичь, нам нужно как минимум единство. Lai sasniegtu visas tās lietas, mums, kā vismazākais, ir vajadzīga vienotība. Поэтому обратимся теперь к тому, что писал апостол Павел в послании филиппийцам. Pievērsīsimies pie tā, ko Pāvils rakstīja Filipiešiem. Это 2 глава, 2. nodaļā очень знаменитое местописание. ļoti pazīstama rakstu vieta. Итак, если есть какое утешение во Христе, если есть какая отрада любви, если есть какое общение Духа, если есть какое милосердие и сострадательность, то дополните мою радость. Имейте одни мысли, имейте ту же любовь, будьте единодушны и единомысленны. Здесь апостол Павел призывает филиппийцев и церковь, в общем, к единству. Šeit Pāvils piesauc pie tā, lai draudze būtu vienota. Единство – это то, что очень сильно необходимо церкви. Vienotība ir kaut kas tāds, kas ir ļoti nepieciešams draudzēji. Так всегда было, Tā vienmēr ir с bijis самого начала. no paša sākuma. Поэтому Иисус перед тем, как пойти на свои страдания и на смерть, Tāpēc Jēzus pirms iet uz savām mocībām, ciešanām un nāvei, Он молился об учениках, viņš lūdza par mācekļiem. и Он молился о единстве, чтобы было среди них. Un viņš lūdza, lai starp viņiem būtu vienotība. А перед своей смертью, когда человек думает о самом важном для него, Pirms savas nāves, kad cilvēks domā par vissvarīgo, par kas ir, Иисус думал о том, чтобы церковь была едина. Jēzus domāja par to, lai draudze būtu Вот vienota. это очень важно. Tas ir ļoti svarīgi. Однако есть одна вещь, без которой единство достичь невозможно. Taču ir viena lieta, bez kā nevar sasniegt šo vienotību. Представьте себе книгу без страниц. Iedomājieties grāmatu bez lapas Но pusēm. книга без страниц – это не книга вовсе. Grāmata bez lapas pusēm nav vispār grāmata. Или огонь без кислорода. Vai uguns bez skābekļa. Он умирает без этого. Viņš vienkārši mirst. То bez есть skābekļa. страницы нужны, чтобы у нас была книга. Tad lapas puses ir vajadzīgas, lai būtu grāmata.
Кислород нужен, чтобы у нас горел огонь. Ir jābūt skābeklim, lai degtu uguns. А что нужно, чтобы было единство? Bet kas ir vajadzīgs, lai būtu vienotība? Одна вещь точно нужна. Viena lieta noteikti ir vajadzīga. Одна вещь. Viena lieta. И об этом я хочу сегодня поговорить. Un par to es šodien gribu runāt. Казалось бы, неужели все так просто? Liekas, ka vai tas ir tik prasti? Неужели так просто найти единство? Одна вещь и все? Ir tik prasti atrast vienotību, tikai viena lieta un viss? Да, одна вещь и все. Jā, viena lieta un viss. Непростая, Nav viegla, но одна. bet viena. Павел говорит, что он хочет видеть в христианах, которые были в Филиппах. Pāvils runā par to, ko viņš grib redzēt kristiešos, kas bija Filipos. И дальше он говорит о том, как это можно достичь. Un tālāk viņš runā par to, kā to var sasniegt. Давайте прочитаем ту же 2 главу с 5 стиха. Izlasīsim tās pašas nodaļas no 5. panta. «Ибо в вас должны быть те же чувствования, какие и во Христе Иисусе. Он, будучи образом Божьим, не почитал хищением быть равным Богу, но уничижил себя самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человеком и по виду став как человек. Смирил себя, быв послушным даже до смерти и смерти крестной». Это такое местописание, которое нелегко понять в синодальном переводе. Tā ir tāda raksturvieta, kur ir grūti saprast sindālajā tulkojumā. Давайте немножко разберемся о том, что здесь Павел говорит. Un tad sapratīsim, ko Pāvils te runā. На латышском языке я не знаю, как ты это будешь переводить, потому что там по-другому. Слово «чувствование». Tas vārds sajūtas. Вот видите, как она перевела? Чувство. Sajūtas. А как в латышском переводе? Вы заметили? Там по-другому немножко. Можно высветить, пожалуйста? 5 стих. Что нужно? Чувствование. А что такое чувствование? Что значит чувствование? Мы думаем эмоции, мы думаем чувства. Ko nozīmē tas sajūtas? Mēs domājam par tām sajūtām, par А emocijām. речь не о чувствах. Bet runa nav par sajūtām. Это слово «разум». Tas ir vārds prāts. Имейте тот же разум, как у Иисуса Христа. Turiet tādu pat prātu, kāds ir arī Kristu Имейте Jēzu. те же мысли, как у Иисуса Христа. Lai jums ir tādas pašas domāšanas veids. Думайте так же, как думал Иисус. Domājiet tāpat, kā domāja Jēzus. У вас должны быть те же самые мысли. Jums jābūt tādām pašām domām. И дальше здесь говорится о божественности Иисуса. Un tālāk viņš runā par Jēzus dievišķību. И тут говорится о том, что Он был образом Божьим. Un te ir runāts par to, ka viņš bija Dieva veidā. Образом Божьим. Dieva veidā. Это означает, что Он был Бог. Tad tas nozīmē, ka viņš bija Dievs. И снова это был образом Божьим, наверное, не лучший способ перевести эту фразу с греческого. Un, laikam, no grieķu valodas iztulkot šo frāzi, kā Dieva veidā, nav pats labākais Потому veids. что о нас тоже, можно сказать, мы образы Божьи. Jo par mums arī var teikt, ka mēs esam Dieva veidā. Мы созданы по образу и подобию. Mēs esam veidoti pēc tēla un līdzības. Так что это значит? Иисус просто как мы? Tad ko tas nozīmē, ka Jēzus ir tas pats kā mēs? Нет, Он Nē, по природе своей Он Бог. viņš pēc dabas ir Dievs. Вот значение этой фразы. Tāds ir šīs frāzes. Он по своей природе, по своей сущности, Он Бог. Viņš pēc dabas ir Dievs. И, будучи по природе Богом, Un būdams pēc dabas Dievs, еще одна сложная фраза, vēl viens grūta frāze, не почитал хищением быть равным Богу. Что это значит? neturēja par laupījumu līdzināties Dievam. Не почитал хищением быть равным Богу. Neturēja par laupījumu līdzināties Dievam. То есть он не пытался украсть равность с Богом, по крайней мере, для меня это так звучит Tad немножко. viņš necenās nozagt šo līdzvērtību ar Dievu. Нет, дело в том, что он не пытался держаться за равенство, которое у него уже было. Nē, tur ir tā, ka viņš centās neturēties pie tās līdzvērtības, kas viņam jau bija. Он имел это равенство с Богом. Viņam bija šī līdzvērtība ar Dievu. Он по природе Бог, Viņš pēc dabas jau ir Dievs, но он решил не держаться за это bet равенство. viņš neturējas pie šīs līdzvērtības. И он стал человеком, Un viņš kļuva par cilvēku, подобным нам, līdzīgs mums, в образе раба. verga tēlā. Вот как новый русский перевод переводит эти стихи. Это все обобщая вместе. Ваш образ мыслей должен быть таким же, как и образ мыслей Христа Иисуса. Jūsu domāšanas veidam jābūt līdzīgam kā Jēzum Kristum. Он по природе Бог не держался за равенство с Богом, а наоборот унизил себя, приняв природу раба. Он стал подобным людям, став по виду как человек. Он смирил себя и был покорным до смерти, причем смерти на кресте. Вот о чем идет речь. Rekord, par ko iet runa. Иисус был, есть Бог.
Jēzus bija un ir Dievs. Но он не держался за свое равенство с Богом, Отцом. Bet viņš neturējas ar šās līdzvērtības. И он стал человеком, Un viņš kļuva par cilvēku, как мы с вами. kā mēs ar jums. И вот тут слово такое, еще одно. Šeit ir vēl viens tāds Он vārds. уничижил себя. Viņš pazemoja sevi. Что это значит? Ko tas nozīmē? Это вот ключевое слово. Šis ir atslēgas vārds. Помните, один ингредиент, который нужен единству. Atcerieties, viens ingredients, kas ir vajadzīgs vienotībai. Вот он. Re, kur viņš ir. Это то, без чего единства не достигнуть. Tas ir tas, bez kā nevar sasniegt vienotību. Буквально это слово означает, он опустошил себя. Burtiski tas nozīmē, ka viņš iztukšoja sevi. Поэтому на латышском так и переводится. Он опустошил себя. Viņš iztukšoja sevi. От чего опустошил? No kā? Опустошил не от божественности. Iztukšoja ne no dievišķības. Он не перестал быть Богом, когда он стал человеком. Viņš nepārstāja būt par Dievu, kad viņš kļuva par cilvēku. Он не утратил свои божественные качества. Viņš nezaudēja savas dievišķīgas iezīmes. Саша сегодня говорил в начале. Saša šodien runāja sākumā. Он знал всех людей и все о них. Viņš zināja visus cilvēkus un visu par viņiem. Ему не нужно было, чтобы кто-то ему о них рассказывал. Viņam nevajadzēja, lai kāds kaut ko stāstītu viņam par viņiem. Он имел власть над природой, Viņam bija vara pār dabu, над болезнями, над всем, par над бесами. slimībām, par visiem, par visu. Он не потерял свои божественные качества, Viņš nezaudēja savas dievišķās iezīmes, но он стал человеком, bet viņš kļuva par cilvēku, опустошив себя. Опустошив себя от чего? iztukšojot sevi. Iztukšojot no kā? Он опустошил себя от своего положения, если хотите. Viņš iztukšoja sevi no savas statusa, Вот, от своего статуса, от своих привилегий. no savām privilēģijām. Он был на небесах с Отцом. Viņš bija debesīs ar Dievu. ar Что может Tēvu. быть лучше, что может быть выше? Kas var būt labāk un kas var būt augstāk? Но он себя от этого положения опустошил. Bet no šī statusa viņš sevi iztukšoja. Он не потерял божественность, Viņš nezaudēja dievišķību, но отказался от своего статуса, bet viņš atteicās no sava от statusa. своего положения No sava statusa. и стал рабом. Un kļuva par vergu. Будучи Богом, он стал как слуга. Būdams par Dievu, būdams Dievs, viņš kļuva par kalpu. Будучи Богом, он стал человеком. Būdams par Dievu, viņš kļuva par cilvēku. Он смирил себя Viņš pazemoja sevi и был послушен даже до смерти. un bija paklausīgs pat līdz nāvei. Даже до самой страшной смерти на кресте, Pat līdz visbriesmīgākajai nāvei krustā. получив наказание за грехи всего мира. Un saņemot sodus par visiem grēkiem. Вот в теологии это называется кинозис. Teoloģijā tas saucās kenoze. Это на греческом слово, Grieķu которое valodā у нас переводится как «уничижил», это киносис. tas vārds, kas mums tulkojas kā pazemoja, viņš grieķu valodā ir kenosis. Он опустошил себя Viņš iztukšoja sevi ради других, citu dēļ, чтобы спасти других, lai glābtu citus, чтобы помочь другим, lai palīdzētu citiem, чтобы найти этих потерянных овец. lai atrastu šīs pazudušās aitas. Помните, что делает хороший пастух? Atcerieties, ko dara labs gans. Он оставляет 99, идет за одной. Viņš atstāja 99 un iet pakaļ vienai. Вот он оставил Tad viņš красоту atstāja небес visu debesu skaistumu и спустился на землю, чтобы здесь найти нас с вами, un atnāca uz zemi, lai te atrastu katru no mums и чтобы вернуть нас к себе. un lai atgrieztu mūs pie sevis. И вот это называется кинозис. Šis saucās par kenozi. Павел пишет филиппийцам, что им нужно быть подобными Иисусу в этом. Pāvils Filipiešiem raksta, ka šajā viņam ir jābūt līdzīgiem Jēzum. И обратите внимание, Павел пишет, что им это нужно, Vērsiet uzmanību, ka Pāvils raksta, ka ir vajadzīgs, чтобы они стали едиными. lai viņi kļūtu vienoti. Что нужно, чтобы стать едиными? Kas ir vajadzīgs, lai būtu vienotiem? Кинозис, Kenoze. опустошение, Iztukšošanās. опустошение самого себя. Iztukšošanās sevī. Вы видите логику Павла? Redziet šo loģiku? Филиппийская церковь — это, наверное, из всех церквей, которым Павел писал, самая замечательная. No visām draudzēm, kam Pāvils rakstīja, Filipiešu draudzē, laikam, ir vislabākā. Его письмо этой церкви очень мягкое, нежное, теплое. Šī vēstule viņiem ir tāda ļoti maiga, mierīga, tāda skaista. И
Он им пишет, что у вас есть так много хорошего в вашей церкви. Viņš raksta, ka jums ir tik daudz laba jūsu draudzē, Но вот дополните мою радость bet piepildiet vēl, и будьте едиными. esiet vienoti. И тогда он говорит, вот как это сделаете. Un tad viņš saka, kā šitā to darīt. Посмотрите на Иисуса Skatieties uz Jēzu, и смотрите, что он сделал. skatieties, ko viņš darīja, А он опустошил себя. bet viņš iztukšoja sevi. Отказался от своего статуса, Viņš atteicās no sava statusa, от своих привилегий no savām privilēģijām и стал рабом. un kļuva par vergu. И Павел говорит, вот что вам нужно для единства. Un Pāvils saka, redz, kas jums ir vajadzīgs priekš vienotības. Одна вещь, Viena lieta, но согласитесь, непростая. bet piekritīsim, ka tā nav viegla. Кинозис, Kenoze, опустошение себя. iztukšošanās. Единства без этого не будет. Vienotība nebūs bez tā. Это как огонь без кислорода. Tas ir tāpat kā uguns bez skābekļa, Это как книга без страниц. kā grāmata bez lapas pusēm. Также и единство без опустошения. Tāpat arī vienotība bez iztukšošanās. Не получится. Nevar sanākt. Не будет. Nebūs. Это будут как пустые обложки без страниц посередине. Tie būs tā kā tukši vāki bez lapas pusēm starp viņiem. Это будет как дрова, которые никак не горят. Būs tā kā malka, kas nedeg. Если мы хотим быть едиными и пребывать в этом единстве, Ja mēs gribam būt vienoti un būt tie vienotībā, у нас нет другого выбора. mums nav citas izvēles. Нам нужно опустошить себя. Mums vajag iztukšot sevi. Как это выглядит на практике? Kā tas izskatās praktiski? Как мы с вами можем опустошить себя ради другого человека? Kā mēs ar jums varam iztukšot sevi citu dēļ? Рассмотрим два примера. Izskatīsim divus piemērus. Первый из них из Ветхого Завета, Pirmais ir no vecās derības, а другой сам Иисус. un otrs ir pats Jēzus. Давайте сначала обратимся к Ветхому Завету. Vērsimies pie vecās derības. Один яркий пример такого опустошения Viens ļoti spilgts piemērs šai iztukšošanai – это Иоаннафан. ir Jonatāns. Давайте прочитаем Первое Царство 18:3. Izlasīsim no pirmā ķēniņa grāmatas. Ой, Samuela. Иоаннафан же заключил с Давидом союз, ибо полюбил его как свою душу. Вот Иоаннафан и Давид, Kur Jonatāns un Dāvids. они близкие друзья. Viņi ir ļoti tuvi draugi. Они заключили союз друг с другом. Viņš noslēdz derību starp sev. Но в этом союзе есть что-то необычное. Bet šai derībai ir kaut kas neparasts. Иоаннафан и Давид, они, наверное, были похожи по характеру, Jonatāns un Dāvids laikam bija līdzīgi pēc rakstura, но они совершенно разные люди во всем остальном. bet viņi ir pilnīgi savādi un citādi cilvēki visā pārējā. Кто такой Иоаннафан? Kas ir Jonatāns? Он сын царя. Viņš ir ķēniņa dēls. Его папа король. Viņa tēvs ir karalis. У него права на престол. Viņam ir visas tiesības uz troņa. Кто такой Давид? Kas ir Dāvids? Пастух. Gans. Младший сын своего отца, Pats mazākais, jaunākais dēls, который стал воином этого царя. kurš kļuva par karavīri šim ķēniņam. Да, Давида Бог помазал в цари. Jā, Dievs svaidīja viņu par Но ķēniņu. Иоаннафан и Давид, они совершенно разные люди. Bet Dāvids un Jonatāns ir pavisam savādi cilvēki. Для Иоаннафана Давид даже может быть препятствием. Priekš Jonatāna Dāvids var būt arī kā šķērslis, Ведь Иоаннафан должен быть следующим царем. jo Jonatānam taču ir jābūt nākamajam ķēniņam. А вот здесь есть Давид, который займет его место. Bet tagad ir Dāvids, kas aizņems viņa vietu. У них мог возникнуть конфликт интересов. Viņam varētu rasties interesu konflikts. Два кандидата на трон. Divi kandidāti uz troni. Один сын царя, который сейчас, Viens ir ķēniņa dēls, kas ir tagad par ķēniņu, а другого Бог помазал в цари вместо него. un citu Dievs svaidīja par ķēniņu. Но вместо того, чтобы у них был конфликт, Bet tajā vietā, lai būtu konflikts, они заключают союз. viņi noslēdz derību. Это первое. Tas ir pirmais. Второе. Otrais. Мы, наверное, привыкли представлять Давида и Иоаннафана как таких двух молодых людей, Mēs laikam pieradām uzskatīt un iztēloties, ka Dāvids un Jonatāns ir tādi jauni cilvēki, двое юноши, divi jaunieši. и вот они дружат друг с другом. Nu, jā, viņi draudzējās viens ar otru. А на самом деле Иоаннафан, наверное, был на лет 30 старше Давида. Bet īstenībā Jonatāns laikam bija pat par 30 gadiem vecāks par Dāvidu. Те, кто были в библейской šколе, вы уже это знаете. Tie, kas bija Bībeles skolā, tie jau to zina. Мы об этом говорили. Mēs par to runājām. Есть разные детали в истории, Ir vairākas detaļas vēsturē, по которым мы можем посчитать, какая у них была разница в возрасте. pēc kurām mēs varam saskaitīt, kāda bija vecuma atšķirības ar viņiem.
И они не были ровесниками. Viņi nebija vienaudži. Иоаннафан годился Давиду в отцы. Jonatāns varēja būt par Dāvida tēvu. Давид родился, Dāvids piedzima, когда Иоаннафану уже было 30 или даже больше лет. kad Jonatānam jau bija 30 vai pat vēl vairāk gadu. Давид молодой, Dāvids ir jauns. он только начинает свой карьерный путь воина. Viņš tikai uzsāks savu karjeru kā karavīrs. Для Иоаннафана он может быть как ребенок. Jonatānam viņš var būt kā bērns, А вместо этого они были друзьями. bet viņi bija draugi. У них было много причин не быть друзьями. Viņam bija ļoti daudz iemeslu, kāpēc nebūt par draugiem. Особенно у Иоаннафана было много причин. It īpaši Jonatānam. Но вместо этого мы читаем, Иоаннафан любил Давида как самого себя. Bet tajā vietā mēs lasām, ka Jonatāns mīlēja Dāvidu kā sevi. Вот они каким-то образом пришли к этому единству. Viņi kaut kādā veidā nonāca pie šīs vienotības. Несмотря на то, что они были из разных семей, Neskatoties uz to, ka viņi bija no dažādām ģimenēm, несмотря на то, что у них был возможен конфликт интересов, neskatoties uz to, ka viņam varētu būt interesu konflikts, несмотря на большую разницу в возрасте, neskatoties uz lielu vecuma atšķirību, они каким-то образом стали друзьями. viņi kaut kādā veidā kļuva par draugiem. И не просто стали друзьями, Ne vienkārši par draugiem, они заключили союз друг с другом. viņi noslēdza derību. Каким образом? Kādā veidā? Как такое возможно? Kā tas ir iespējams? Ответ Atbilde – кинозис, - kenoze, опустошение. iztukšošanās. Можно, пожалуйста, Анатолия вывести? Спасибо. Опустошение, Iztukšošanās, кинозис. kenoze. Это было то, Tas bija tas, что привело их к единству, kas pieveda viņus pie vienotības, что привело их к дружбе, kas pieveda pie draudzības, что привело их к союзу. kas noveda pie derības. Иоаннафан опустошил себя ради Давида. Jonatāns iztukšoja sevi Dāvida dēļ. В следующем стихе, 4, мы читаем. Nākamajā pantā mēs lasām. «И снял Иоаннафан верхнюю одежду свою, которая была на нем, и отдал ее Давиду, также и прочие одежды свои, и меч свой, и лук свой, и пояс свой». Иоаннафан снимает с себя царскую одежду. Jonatāns noņem no savu ķēniņa tērpu, apmetni, Да, drēbes. да. И он снимает с себя свой меч, свое оружие, Viņš noņem savu ieroci, savu zobenu, свой лук, savu loku, свой пояс. savu jostu. Это все царские вещи. Tas viss ir tas ķēniņa lietas. И он отдает это Давиду. Un viņš atdod to Dāvidam. Он опустошает себя от того, что имеет, Viņš iztukšo sevi no tā, kas viņam ir, и одевает Давида в это. un apģērb Dāvidu tajā. Сначала Иоаннафан в царской одежде, No sākuma Jonatāns ir ķēniņa drēbēs, а Давид в простой. bet Dāvids ir parastajās. А потом Давид оказывается в царской, Bet pēc tam Dāvids nokļūst ķēniņa drēbēs, а Иоаннафан в простой. bet Jonatāns parastajās. Иоаннафан не перестал быть сыном царя. Jonatāns nepārstāja būt par ķēniņa dēlu. Он не перестал быть на 30 лет старше Давида. Viņš nepārstāja būt par 30 gadiem vecāks nekā Dāvids. Он сам в своей сущности, ничего в нем не изменилось. Viņā pašā nekas nav mainījies, Но он опустошил себя от своего статуса, bet viņš iztukšoja sevi no sava statusa, он опустошил себя от своих привилегий. iztukšoja no savām privilēģijām, И не просто опустошил, un ne vienkārši iztukšoja, он отдал их Давиду. viņš atdeva tās Dāvidam. Он одел Давида в одежду царя. Viņš apģērba Dāvidu ķēniņa Он дал drēbēs. Давиду оружие царя. Viņš iedeva Dāvidam ķēniņa ieroci, А сам стал bet pats kļuva таким, как был Давид до этого. par tādu, kāds Dāvids bija Он pirms tam. опустошает себя ради Давида. Viņš iztukšo sevi Dāvida dēļ. Второй пример Иоаннафана. Otrais Jonatāna piemērs. Он подкрепляет Давида в Господе. Viņš stiprina Dāvidu Dievā. Это 1 Царство, уже 23 глава, 16 стих. 1. Samuela grāmatā. «И встал Иоаннафан, сын Саула, и пришел к Давиду в лес, и укрепил его упованием на Бога. И сказал ему: не бойся, ибо не найдет тебя рука отца моего Саула, и ты будешь царствовать над Израилем, а я буду вторым по тебе. И Саул, отец мой, знает это». Он приходит к Давиду, когда Давид вынужден убегать от Саула.
viņš nāk pie Dāvida tad, kad Dāvids ir spiests bēgt no Saula. Саул царь, и он не хочет, чтобы Давид занял его место, он боится его. Sauls ir ķēniņš, un viņš negrib, lai Dāvids kļūtu par viņa vietā, viņš baidās no viņa. Он пытается убить Давида. Viņš centās nogalināt Dāvidu. Давид убегает, Dāvids skrien prom, он прячется в лесу, viņš slēpjas mežā, и Иоаннафан к нему приходит, un Jonatāns nāk pie viņa, и он подкрепляет его в un Господе. viņš stiprina viņu Dievā. Даже когда Давид вынужден бежать, Pat tad, kad Dāvids ir spiests bēgt, даже когда Давид вынужден скрываться в лесу, в пустыне, pat tad, kad Dāvidam ir jāslēpjas kaut kur tūkstnesī mežā, Иоаннафан приходит к нему и подкрепляет его. Jonatāns nāk pie viņa un stiprina viņu. И он не просто его духовно подкрепляет, Viņš nevienkārši viņu garīgi stiprina, он снова признает Давида следующим царем. viņš atkal atzīst Dāvidu par nākamo ķēniņu. Он говорит, ты будешь царем, Tu būsi par ķēniņu, а я буду вторым после тебя. bet es būšu otrs pēc tevis. Несмотря на то, что он сын царя, Neskatoties uz to, ka viņš ir ķēniņa dēls, он по логике вещей должен быть первым. viņam pēc loģikas jābūt pirmam. Пускай Давид будет второй, Lai Dāvids ir otrais, а Иоаннафан первый. bet Jonatāns pirmais. Но нет, Bet nē, Иоаннафан себя опустошает Jonatāns iztukšo sevi и говорит, ты будешь царем, un saka, tu būsi ķēniņš, а я буду вторым. bet es būšu otrs. Мы, наверное, часто представляем себя главным героем в нашей жизни. Mēs laikam bieži vien uzskatām sevi par galveno varoni mūsu dzīvē. Если жизнь — это фильм, то я главный герой в этом фильме. Ja dzīve ir filma, tad es esmu šīs filmas galvenais varonis. И все вокруг крутится вокруг меня. Un viss apkārt griežās ap mani. И все это обо мне. Un viss tas ir par mani. И я главный герой. Un es esmu galvenais. А все остальные — это второстепенные Bet персонажи. vispārējie ir otrkārtīgi. А Иоаннафан как будто бы намеренно Bet Jonatāns it kā speciāli занимает роль второго плана. aizņem otrā plāna И он tēlu. делает Давида главным героем. Un viņš taisa Dāvidu par galveno varoni. Иоаннафан говорит, эта история не обо мне, Jonatāns saka, tas nav pār mani. это о Давиде. Tas ir par Dāvidu. Не я царь, он царь. Ne es esmu ķēniņš, bet viņš. Он сам готов занять эту более скромную роль. Viņš ir gatavs ieņemt šo zemāko vietu Рядом с Давидом. blakus Dāvidam. Нам также нужно научиться думать, Mums tāpat ir jāiemācās domāt, что мы не главные герои. ka mēs neesam galvenie varoņi. Если жизнь — это фильм, я не главный герой. Ja dzīve ir filma, es neesmu galvenais varonis. Я не тот, вокруг которого весь мир крутится. Es neesmu tas, ap kuru griežās visa pasaule. Вместо этого что я должен делать? Tajā vietā, kas man ir jādara? Я должен других возвышать. Man ir jāpaukstina citus. Я должен себя опустошать, Sevi ir jāiztukšo, чтобы другого возвысить. lai citu paaugstinātu. Теперь самый главный и самый великий пример. Tagad galvenais un vissvarīgākais piemērs. Сам Иисус. Pats Jēzus. Мы могли бы вернуться в послание филиппийцам, где мы начали, Mēs varētu atgriezties Filipiešiem, но вместо этого мы обратимся к Евангелию от Иоанна. bet mēs vērsamies pie Jāņa И evaņģēlija. там мы увидим один очень яркий пример того, как Иисус себя опустошил Tur mēs redzēsim ļoti spilgtu piemēru, kā Jēzus sevi iztukšoja ради других. citu dēļ. 13 глава Евангелия от Иоанна, Jāņa evaņģēlija 13. с nodaļa. 3 стиха мы читаем. «Иисус, зная, что Отец все отдал в руки Его, и что Он от Бога и шел и к Богу отходит, встал с вечери, снял с себя верхнюю одежду и, взяв полотенце, припоясался. Потом влил воды в умывальницу и начал умывать ноги ученикам и оттирать полотенцем, которым был припоясан». Вот, Иисус умывает ноги своим ученикам. Tad redz, te Jēzus mazgā kājas saviem mācekļiem. Он выполняет работу раба здесь. Viņš izpildā verga darbu šeit. Омовение ног в то время было популярной практикой. Kāju mazgāšana tajā laikā bija ļoti populāra tā darbība. Когда приходили кому-то в гости, Kad nāca ciemos pie kāda, было принято, что хозяин дома предложит гостям омыть ноги. bija pieņemts, ka saimnieks piedāvās nomazgāt kājas. И обычно это делали слуги, Un parasti šo darīja kalpi, рабы. vergi. И из истории в некоторых источниках мы читаем, что евреи даже сами этого никогда не делали.
No dažādiem avotiem mēs lasām, ka ebreji pat to parasti nedarīja. То есть в доме у евреев, Tātad ebreju mājās, если кто-то кому-то и мыл ноги, ja kāds kāda mazgāja kājas, то это, во-первых, раб, tad pirmkārt tas bija vergs, во-вторых, язычник, otrkārt pagāns, не еврей. ne ebrejs. То есть это было такое низкое положение, Tas bija tā bija tāda ļoti zema vieta, низкая работа. zemes darbs. Была даже такая история Bija pat tāda stāsts. о том, что эта история как бы про Иосифа. Tas stāsts ir tikai par Jāzepu, Но это не библейская история. bet tas nav Bībeles Это stāsts. история, которую уже потом, спустя много-много лет написали, как бы про Иосифа. Tas ir stāsts, kur uzrakstīja vēlāk, it kā par Jāzepu. Но она, по крайней мере, показывает то, как иудеи смотрели на омовение ног в то время. Bet viņi parāda to, kā ebreji skatījās uz kāju mazgāšanu tajā laikā. Вы помните, что Иосиф в Египте нашел жену, Jūs atceraties, ka Jāzeps Ēģiptē atrada sev sievu, он женился. viņš И precējās. вот в этой истории говорится, что его жена приходит к нему, Un šajā stāstā runāts, ka sieva nāk pie viņa, и она хочет ему омыть ноги. un viņa grib viņam nomazgāt kājas, В знак ее любви, в знак ее верности Иосифу. lai parādītu to ticību un mīlestību pret viņu. Иосиф ей запрещает, Jāzeps noliedz viņai to. как Петр и Иисусу, ты никогда не будешь мне мыть ноги. Tā kā Pēteris Jēzum, ka tu nekad man nemazgās kājas. Почему? Потому что, нет, ты моя жена, Kāpēc? Tāpēc, ka tu esi mana sieva. ты не можешь такое делать. Tu nevari tādu darbu darīt. Это пускай рабы делают. Lai vergi to dara. А ты жена, которую я люблю, ты не будешь мне мыть ноги. Bet tu esi sieva, kurai es mīlu, tu nemazgās man kājas. Жена ему возразила Sieva viņam runāja и pret. сказала, что она любит его настолько, Viņa teica, ka viņa viņu mīl tik ļoti, что она готова даже на это, ka viņa ir gatava pat šim. на роль раба. Ka viņa ir gatava pieņemt šo verga Вот, то tēlu. есть так люди смотрели и видели омовение ног в то время. Redz, tā cilvēki redzēja ka, to kāju mazgāšanu. Это что-то, что делают рабы. Tas ir kaut kas tāds, ko dara vergi. А тут Иисус приходит и омывает ноги Bet te Jēzus nāk un mazgā kājas ученикам. mācekļiem. И Иисус не случайно это делает. Jēzus nedara to vienkārši tāpat. Он намеренно это делает. Viņš speciāli to dara, apzināti. Даже Иуде, Pat jūdei, который его предаст этим же вечером. kurš tajā pašā vakarā viņu nodos. Он опустошает себя. Viņš iztukšo sevi. Он занимает роль раба. Viņš ieņem šo verga И tēlu. он моет ноги учеников, Un viņš mazgā kājas mācekļiem, которые этим вечером все от него разбегутся. kurš tajā pašā vakarā visi bēgs no viņa. А один еще и получит деньги за то, что его предал. Un viens no tiem vēl saņems naudu par to, ka viņu nodeva. Он им умывает ноги. Viņš viņiem mazgā kājas. И в этой истории есть то, что мы никак не должны пропустить. Šajā stāstā ir kaut kas tāds, ko mēs nevaram palaist. Мы вначале читали, Mēs sākumā lasījām, что Иисус это сделал, зная, ka Jēzus to darīja, зная, что Отец все отдал в Его руки. zinot, ka Tēvs ir visu devis viņa rokās. И Иисус дальше совершает 7 этих действий. Jēzus tālāk dara šīs 7 lietas. Он встает, Viņš pieceļās, он снимает верхнюю одежду, viņš noņem augšējās drēbes, как Иоаннафан, кстати. tāpat kā Jonatāns. Он берет полотенце, Viņš paņem dvieli, он припоясался, viņš apsien to, он влил воды в умывальницу, viņš ielija traukā ūdeni, он умывал ноги ученикам, viņš mazgāja kājas mācekļiem, и он утирал их полотенцем. un viņš viņus ar dvieli. Помните, несколько Пожалуй. недель назад мы с вами говорили о истории, которая в Евангелии от Иоанна 12 главе. Atcerieties, pāris nedēļas atpakaļ mēs runājam par stāstu, kas bija Jāņa Evangelijā 12. nodaļā. И там Мария вылила драгоценное масло на ноги Иисуса Un tur Marija bija izlējusi uz Dieva kājām šo ļoti и vērtīgu вытирала eļļu его ноги своими волосами. un nožāvēja kājas ar saviem matiem. Это было в прошлой главе, буквально в этом же Евангелии. Tas bija iepriekšējā nodaļā, šajā pašā evaņģēlijā. А здесь Иисус занимает это место Bet šeit Jēzus ieņem šo vietu и омывает ноги ученикам. un mazgā kājas saviem mācekļiem. И он это делает, Viņš to dara, зная, zinot, что Отец все отдал в его руки. ka Tēvs ir visu atdevis viņa rokās. Это поразительно.
Tas ir pārsteidzoši. Тот, который знает, что ему принадлежит все, Tas, kurš zina, ka viņam pieder viss, намеренно занимает самую низкую роль. apzināti ieņem pašu zemāko lomu. Интересно, почему Иоанн написал так? Interesanti, kāpēc Jānis tā ir rakstījis. Он мог просто написать: Иисус встал, помыл ноги ученикам, вымыл. Viņš varēja vienkārši pateikt, ka Jēzus piecelās, nomazgāja kājas Он говорит: mācekļiem. Иисус, зная, что все ему принадлежит, Bet viņš saka, ka Jēzus zinot, ka viss pieder viņam, что Отец все отдал в его руки. ka Dievs visu ir devis viņa rokās, Вот зная это, zinot šo, он намыл ноги ученикам. viņš mazgāja mācekļiem kājas. Обычно наоборот. Parasti otrādāk. Мы думаем наоборот. Mēs domājam otrādāk. Мы, зная наше положение, Zinot savu statusu, мы чего-то не делаем. mēs kaut ko nedaram. Мы слишком хороши для Mēs этого. esam pārāk labi priekš tā, Мы слишком важны для этого. pārāk svarīgi priekš tā, Мы слишком образованы для этого. pārāk izglītoti priekš tā, Мы слишком богаты для этого. pārāk bagāti priekš tā. Мы иногда думаем иначе. Mēs dažreiz domājam savādāk. Мы думаем: нет, у меня такое высокое положение, Mēs domājam, nu nē, man ir tik augsts amats, пускай вот этим делом занимаются другие. lai ar šo nodarbojas citi. Я же важный, Es taču esmu svarīgs, я же такой особенный. es taču esmu tik īpašs. Пускай другие этим занимаются. Lai citi ar to nodarbojās. Те, кто не на моем уровне, а те, кто ниже где-нибудь. Tie, там. kas nav manā līmenī, tie, kas ir zemāk. А у Иисуса наоборот. Bet Jēzum ir otrādāk. Он знает, Viņš zina, что все ему принадлежит. ka viss pieder viņam. Это больше, чем у любого из нас. Tas ir vairāk nekā kādam no mums. Он знает, что все ему принадлежит. Viņš zina, ka viss viņam pieder. И он занимает самую низкую роль. Un viņš ieņem pašu zemāko lomu. Помните, что писал Павел? Atcerieties, ko rakstīja Pāvils? Чтобы у нас был такой же образ мышления, как у Иисуса. Lai mums būtu tāds pats domāšanas veids kā Jēzum. Эти вот чувствования, да? Šis Как pats думал prāts. Иисус? Kā domā Jēzus? Он знал, что ему принадлежит все. Viņš zināja, ka viņam pieder viss. Он это понимал. Viņš to saprata. Он это не отрицал. Viņš to nenoliedza. Но тем не менее он взял полотенце, Bet tāpat viņš paņēma dvieli, взял тазик, paņēma kādu bļodu, набрал воды, paņēma ūdeni, склонился к ногам учеников, noliecās pie mācekļu kājām, помыл их ноги, nomazgāja viņiem kājas, вытер их полотенцем. nožāvēja ar dvieli. Тот, которому весь мир принадлежит. Tas, kuram pieder visa pasaule. Тот, которому Отец все отдал. Tas, kuram pieder, kuram Dievs atdeva visu. И это пример, которому нам нужно следовать. Un tas ir tas piemērs, ka mums ir jālīdzinās. Наверное, не буквально в омовении ног, Laikam ne burtiski tajā kāju mazgāšanā, но в том, чтобы мы с вами занимали bet tajā, lai mēs ar jums ieņemtu роль слуги kalpa lomu ради другого. citu dēļ. Чтобы считать других более важными, чем я. Lai uzskatītu citus svarīgākus par mani. Это то, что Павел писал филиппийцам. Tas ir tas, ko Pāvils rakstīja Filipiešiem. И почитайте других выше себя. Uzskatiet citus augstāk par sevi. Вот что нужно для единства. Redz, kas ir vajadzīgs vienotībai. Одна вещь, Viena lieta, всего лишь одна. tikai viena — опустошение, - iztukšošanās, кинозис. kenoze. Одна вещь, Viena lieta, один ингредиент, viens ingredients, без которого единства не будет. bez kā nebūs vienotības. Простая вещь? Prasta lieta. Нет, не простая, Nē, nav prasta, но важная, bet ļoti svarīga, нужная. ļoti vajadzīga. Мы с вами все разные. Katrs no mums ir citādāks. Мы с вами здесь сидим в одном помещении, Mēs tagad sēžam vienā telpā, мы с вами разные. bet mēs esam dažādi. Мы по-разному выглядим, Mēs dažādi izskatāmies, у нас разный возраст, mums ir dažāds vecums, у нас разное образование, dažāda у izglītība, нас разные интересы, dažādas intereses. во многом у нас разные мнения. Ļoti daudzās lietās mums ir dažāds viedoklis. И чтобы вот взять всех нас Un, lai paņemtu visus и mūsu сделать всех нас едиными, un uztaisītu visus mūs par vienotiem, нам нужно научиться одной вещи mums jāmācās vienai lietai — опустошать себя ради другого. - iztukšot sevi citu dēļ. Говорить: да, возможно, я более образован, чем ты. Teikt, varbūt, ka jā, es esmu varbūt vairāk izglītos nekā tu, Может быть. varbūt. Но
Bet Я буду тебя возвышать, es paaugstināšu tevi, а не себя. bet ne sevi. Да, возможно, у нас с тобой разница в возрасте значительная, Jā, varbūt mums ir tāda liela vecuma atšķirība, но я буду тебя почитать выше себя. bet es tevi uzskatīšu augstāk par sevi. Да, возможно, у тебя в обществе более высокое положение. Jā, varbūt Или у меня. vai tev vai man ir augstāks amats. Может быть, у меня более высокое положение в обществе, чем у тебя. Varbūt man ir augstāka, Но я буду к тебе относиться как будто бы наоборот. bet es tevi uzskatīšu tā, it kā ir otrādāk. Как будто бы ты главный герой в этой истории, а не я. It kā tu esi galvenais varonis, nevis es. Как будто бы ты важнее, чем я. It kā tu esi svarīgs par mani. Только так Tikai tā мы можем достигнуть единства. mēs varam sasniegt vienotību. То, о чем мы читали в начале, первая церковь, помните? To, par ko mēs lasījām sākumā, atcerieties? Они пребывали в учении апостолов, Viņi bija apustuļu mācībās, они пребывали в общении, sadraudzībā, в преломлении хлеба, maizes laušanā, в молитвах. lūgšanās. Для всего этого нужно единство. Tam visam ir vajadzīga vienotība. А чтобы было единство, Bet, lai būtu vienotība, нужно опустошение. vajadzīga iztukšošanās. Всем нам Katram no mums нужно научиться ir jāiemācās опустошать себя. iztukšot sevi. А как этому научиться? Bet kā iemācīties šo? Наверное, смотреть на Иисуса. Laikam skatīties uz Jēzu. Мы читали, что Он опустошил себя. Mēs lasījām, ka viņš iztukšoja sevi. А ради кого Он себя опустошил? Kādēļ? Ради нас. Mūsu dēļ. Он опустошил себя ради тебя, Viņš iztukšoja sevi tevis dēļ, ради меня, manis dēļ, ради всех нас. mūsu visu dēļ. Он опустошил себя ради нас. Viņš iztukšoja sevi mūsu dēļ. Не только ради филиппийцев, Ne tikai filipiešu dēļ, не только ради Павла, ne tikai Pāvila dēļ, не только ради своих 12 учеников. ne tikai savu 12 mācekļu dēļ, Он ради нас себя опустошил. bet mūsu dēļ viņš sevi iztukšoja. Он занял роль раба. Viņš ieņēma verga lomu. Ради кого? Kādēļ? Kādēļ? Ради нас, Mūsu dēļ, ради тебя, ради меня. tevis dēļ, manis dēļ. Он занял роль раба. Viņš ieņēma verga lomu. И если Он, наш учитель и Господь, Un ja viņš, mūsu skolotājs un kungs, если Он это делает, ja viņš to dara, то тем более нам нужно научиться. tad jo vairāk mums tas ir jāiemācās. Если Он тот, который превыше всего и которому все принадлежит, Ja viņš, kam pieder viss, если Он это сделал ради нас, ja viņš to darīja mūsu dēļ, то тем более нам vēl jo нужно vairāk mums tāpat себя jādara. опустошать. Un mums jāiztukšo sevi. Не стоит думать только о том, что вот Ему нужно себя опустошить. Ему, ей, им. Nevajag domāt tikai tā, ka viņam ir jāiztukšo, viņiem, tikai viņiem. Нет, мне нужно себя Nē, опустошить. man ir sevi jāiztukšo. Я должен это сделать. Man tas ir jāizdara. Ради его, ее и их. Viņam dēļ. Ради всех. Visu dēļ. И помните тоже, Un atcerieties arī, Иисус опустошил себя Jēzus iztukšoja sevi не только ради тебя, ne tikai tevis dēļ, но и ради другого человека. bet arī citu cilvēku dēļ. Он опустошил себя ради того человека, на которого ты сегодня злишься. Viņš iztukšoja sevi arī tā cilvēka dēļ, uz kuru šodien tu esi dusmīgs. Он опустошил себя на того человека, на которого ты сегодня обижаешься. Viņš iztukšoja sevi tā cilvēka dēļ, uz kuru šodien tu apžojies. Он опустошил себя ради того человека, которому ты не можешь простить. Viņš iztukšoja sevi arī tā cilvēka dēļ, kuru tu nevari piedot. Теперь твоя очередь. Tagad tava kārta. Теперь наша очередь. Tagad mūsu kārta. Давайте помолимся. Господь,